Хлопзеква хатырызку ателехопшцва. Апсуа телехопшраҿы имҩаԥысуа алхра аламҭалазтәи акампаниа аԥшьбатәи амчыбжь иҭалеит. Исара иааигәахоит атәыла хада иалхра амшгьы. Уаха иаҳзырбо аԥҟара инақәыршәаны ишиашо ицо аефиртә аамҭа рымоуп Аԥсны аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат Леонид Ӡаԥшьбеи, аҳәынҭқарра ахада ихаҭыԥуаҩрахь акандидат Борис Абитови. Бзиала шәаабеит. Астудиаҿы иҟоуп иара убас иааԥхьо ажурналистцәа. Наталья Шульгина, газет «Республика Абхазия». Изида Чаня, газет «Нужная». Виталий Шарья, газет «Эхо Абхазии». Манана Гургулия, аҳәынҭқарратә информациатә маҵзура Аԥсны пресс. Алхас Чхамалиа, газет Аԥсны. Мадина Ҳагԥҳа, Аԥсуа радио. Ҳалагап аусура ҳаҭырызку ҳколлегацәа. Раԥхьатәи азҵаара аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат Леонид Иура-иԥа Шәахь. Шәара лассы-лассы аиԥыларақәа рҿы, алхыҩцәа рҿы имҩаԥыжәго аиԥыларақәа рҿоума, ҳаинтервиуқәа рҿоума, акьыԥхь аусуцәа ирышәҭо аинтервиуқәа рҟны аҳәынҭқарра аиҭаҿиара, ақыҭа аиҭарҿиарала иалагоит ҳәа аҳәамҭақәа ҟашәҵахьеит иахьагьы ус еиԥш ыҟоу аҳәамҭақәа ҳаҳауеит. Ашәахтәқәеи аизгарақәеи рминистрраҿы аус аныжәуаз, шәара шәалахәын абиуџьет аиқәыршәара азҵаара. Атәыла аҳәынҭқарратә биуџьет аиқәыршәара. Ақыҭа ҭагылазаашьа аихтәара ҳалшоит шәҳәеит аҭыԥантәи аресурсқәа рыбзоурала. Иарбан хықәкыла шәара аресурсқәа ҳазыӡбахә шәымоу, иаҳзеиқәышәԥхьаӡар ҳҭахуп акык-ҩбак убарҭ аресурсқәа шәара иахьа шәзықәгәыӷуа Аԥсны ақыҭақәа реиҭарҿиара азыҳәан. Хлопзеиқәа, аҩызцәа, абзиара шәымаз Аԥсны иқәынхо ауаажәлар алхыҩцәа. Азҵаара даара ибзиоуп, алагара бзиоуп. Саргьы ишуҳәаз еиԥш, баҟа шықәса абри азҵаара ус адызулан сҩызцәеи сареи аԥхьа инаргыланы ҵыԥх миллиардк ҳбиуџьет аҟан. Сынтәа миллиардк. Ҳара ҳаҩнуҵҟа алхрақәа ҭагылазаашьа саргьы хар сымамкәан издыруеит. Убри азаҳан миллиардк ракәӡам, ижәохәба миллиард теневая экономика иҟоу ҳазшьҭоу убри ыҟоуп иахьа Аԥсынра. Уи азымхар, ҳара ҳбиуџьет ижәеижәаба миллиард инаиаҳаны иҟазароуп. Ус егьалоит ҳа сгәы иаанагоит. Уи аԥарақәа аҩнуҵҟа абарҭ ҳусқәа ақыҭанхамҩа, сара ақыҭа сицааӡеит. Абри ақыҭанхамҩа ҳауаажәлар рҭагылазаашьа ашьҭыхра азаҳан ҳара ҳаҩнуҵҟа ҳресурсқәа ҳзымхар, ҳара аурыс ҳәынҭқарра, ҳгәылацәа, ҳҩызцәа ижәыҩ бызшәа раахижьҭеи иҳадгылоу, иҳацхраау, убарҭ ацхыраара ҳарҭаратәы аиқәшаҳаҭра ҳабжьаҵаны ԥсахра беспроцентный кредит ҳазшьҭоу, убри ҳгоит ажәлар ирдыруа, ихцо, ихалаҳҵо, хәҭа-хәҭала ишаны, абри зегьы аарылаҳәаны, ишахәҭоу еиԥш ақыҭанхамҩа ауаажәлар рҭагылазаашьа ашьҭыхра азаҳан идәықәҳҵап. Аха ԥасатәи ашықәсқәа раангьы, ԥасатәи аиҳабыра Аԥсны инахагылазгьы Урыстәылантәи ираун акредитқәа ацхыраара еиԥшымзаарас ирымоузеи? Шәаргьы ҳрыҳәоит шәҳәеит, Урыстәыла ҳаҩнуҵҟатәи ҳԥарақәа ҳзымхар усума? Еиԥшымзаарас ирымоузеи ԥасатәи акредитқәеи шәара напхгарас шәҟалар шәзыҳәаран иҟоу акредитқәеи? Ҷыдарас ирымоузеи? Аԥаса акредитқәа ақыҭанхамҩа ҳауаажәлар рҭагылазаашьа аԥсахра аиехьратәа азаҳан акредитқәа аҟаӡамызт. Ҳара ацхыраара ҳарҭон ижәефба миллиард инареиҳаны. Уи аԥара хаушьҭыз ҳамҩақәа, ҳфымца лаша ақыҭанхамҩа ашьҭыхра акәын. Аха уи ихцаз ихааз ҳаԥсны ажәлар иқәынхоз зегьы ирдыруеит, шәаргьы ижәдыруеит, иҟаҵазгьы маҷӡам. Аха уи сара салацәажәар сҭахым. Ҳара иҟаҵатәу ҳдыруеит, абри аихатәара азаҳан хымԥада иҟаҵоугьы маҷӡам. Убри инацҵаны ԥхьа ааигатәуп ари агхақәа аԥшаара, уи мариазар ҟалап,
иҟоу ацҵара ԥхьаацароуп. Аԥхьаӡа ахадарас иасҭо абри ҳакәша-мыкәша ақыҭанхамҩа ҳамҳәои, убри ԥсахтоуп. ҳауаа ргәыԥҵәазар ҟалап. Ҳара ҳахьиз, ҳахааӡаз ақыҭоуп, ақыҭаҿынтә аԥсҭазаара аизҳара иҵаҵара убрантәи дәықәлароуп. Убри азаҳан ауаҩы дазымхәыцзароуп, иахьа игәы ҭынчны дынхозароуп, дазымхәыцзароуп уаҵәы ихәҷы дызлеилеиҳәо, дахдәықәиҵо ахәыҷбаҳча, ашкол, иусурҭа мааҭк ахааиго, аҿар инхо иаанхаз иахьа убарҭгьы раанкылара азаҳан аусурҭқәа лафахәык ахиоуа ыҟазароуп. Убарҭқәа усҟан, нас ижәдыруа асовет мчы рнааз, ҳфермақәаан, ҳчаиқәаан, ҳаҭаҭынаа ҳрыхон, еиуеиԥшым ацитрус ҳара Аԥсны аӡынра ҳҭагылазаашьа аамҭа бзиоуп. Убри азаҳан иҟоуҵаша рацәоуп, абри зегьы иҟоуҵогьы маҷӡам. Аха абри инацҵаны аҭагылазаашьа ԥсахтоуп. Усҟан асовет идгылахаан ибзианы ишәгәалашәоит, иҟамзи аҳәынҭқарратә план, аҳәынҭплан. Убри ишьақәнаргылаз аҵақәа рыла аус руан, ҳҳәынҭқарра зегьы иахьа уи аҳәынҭплан ыҟаӡам азыҳәан шәара еиқәышәԥхьаӡаз аԥхьаҟатәи ауснагӡатәқәа рынагӡараҿы ицәырҵыр алшоит маҷк ауаџьарақәа. Сара ҳаицәажәараан иҵегьы азҵаарақәа сызцәырҵуазар, азҵаарақәа шәысҭоит, уже исҭахуп ҳколлегацәа рахь ҳаиасыр. Уважаемые коллеги, ждем ваших вопросов. Кто первый? Виталий Шария. У меня такой вопрос для затравки. Леонид Юрьевич, как бы ни закончилась эта избирательная кампания, вы уже вошли в историю президентских выборов в Абхазии как первый кандидат в президенты, который отправился для проведения агитационной кампании в Турцию. До этого была поездка в Карачаево-Черкесию. Вот хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями. Спасибо. Но вы знаете, наша страна многонациональна. Нас более 100 тысяч абхазов, более 50 тысяч армянское население, более 20 тысяч русское население, греки и так далее, и так далее. Мы многонациональная страна. За пределами Абхазии наша диаспора на Северном Кавказе, наши братья абазины, их более 32 тысяч. Мы с Борисом Магомедовичем, кандидатом в вице-президенты, посетили недавно 5-6 сел, аулов, Псыж, Красный Восток, Апсуа, Старокувинск, самом Черкесске. Знаете, обидно, когда наши братья в таком количестве живут, наши горы разделяют, и мы через 700-800 километров общаемся. Вот, у нас есть в программе, и в плане, и российское руководство, да и вообще в экономическом и политическом плане выгодно наши связи просто не через, не в объезд ездить, а построить дорогу протяженностью примерно 250 километров. От этого порты, товарооборот, грузы, от этого мы только будем богатеть, идти вперед. Наша турецкая диаспора, мы были с официальным визитом, ну, сейчас это громко сказано, с официальным, мы вот, все втроем, наша команда, посетили Турецкую республику. Это страна, где приютила наших братьев. Там чисто на абхазском языке разговаривают более 400 тысяч. На разных языках абазины, кабардинцы, адыгейцы, это где-то более 1 200 000. Это точные данные, они провели, вот, федерация наша, вот, кто встречал, наша диаспора, руководители, они в течение 2 месяцев провели вот, перепись, где кто живет, они очень, подошли очень серьезно. А вообще всех называемых так кавказцев более 10 миллионов. Мы в 3 городах Турции были, в селах побывали, нас очень тепло и радушно встречали. Ну а самое главное, они очень болеют за нас, переживают, хотят наладить связи. Вы знаете, наш стратегический союзник Россия и партнер, нас Россия признала. А между Россией и Турецкой республикой товарооборот более 60 миллиардов долларов. Мы вот в Черноморском бассейне, мы абхазы, живущие в Абхазии, наша диаспора, я считаю, мы должны участвовать
вот в этом Черноморском бассейне, торговле. Ну, если Турецкая Республика не признала нас политически, она более 20 лет, она нам не мешала ни в чем. Корабли ходили, вы помните, когда блокада была, мука, сахар, ну, все, что необходимо для нас, все поступало оттуда. Поэтому вот это лояльное отношение, а самое главное, есть понимание. Но мы еще обговаривали с нашей турецкой диаспорой вот, те вопросы, которые возникают вот, с объявлением многих вот, по вопросу Крыма, признания. Да, против, что происходит на Украине, они все это прекрасно понимают. Насчет санкций мы разговаривали везде, на встречах они нас понимали хорошо. Если эти санкции продолжатся, наша диаспора, как и мы в Абхазии, они отреагируют на эти вещи. То есть полное взаимопонимание. Знаете, вот это все, что мы здесь имеем, традиции, обычаи, на чисто, я сейчас лучше, хуже не могу сказать, но там очень приятно было нам. Я не первый раз, но в таком ранге и так официально не встречался. Чисто на абхазском языке разговаривают. Все у них сохранено. Спасибо. И они болеют, Спасибо. конечно, за все. Леонид Юрьевич, вы, как видите, нас много, и вопросов будет много. Манана просила слово, послушаем. Отвечая на первый вопрос, говоря о ресурсах, которые есть у нас в республике, вы назвали цифру 25 миллиардов теневой экономики. Вот. Как вы думаете, как можно вывести эти цифры из тени? И еще один вопрос, связанный с развитием сельского хозяйства, которому вы тоже уделяете в программе большое внимание, и назвали такие традиционные в Абхазии отрасли, как чай и табак. Как вы думаете, стоит ли их развивать сейчас и насколько это будет эффективно? Спасибо. Но когда человек хочет привести все в соответствие, команда, то есть, в нашей программе заложены вот эти вещи. Да, на самом деле теневая экономика, если 5 миллиардов бюджет, более 25 миллиардов. Знаете, это в курортной сфере. Вот, нам надо все это упорядочить. Когда нет порядка, когда нет дисциплины во всех сферах жизни, то люди начинают, они не виноваты. Это все зависит от руководства, от руководителей. Я думаю, мы все это наладим, упорядочим, и все, что нужно, будет идти напрямую в казну, а не на карман. Есть отрасли, не хочется называть. Я еще раз повторяюсь, это не их вина. Надо, государство должно ставить задачи, чтобы эти задачи выполнялись и контролировать. Всего лишь. Какие конкретно механизмы для выхода из тени денег? Ну, Что-то новое существует? новое? Нет, ну мы в любой области мы знаем, что творится. Просто надо навести порядок. Леонид Юрьевич, я так понимаю, что это в ваши времена между МВД Абхазии и Россией было подписано соглашение, согласно которому Россия брала на себя обеспечение силовых структур, в том числе и МВД. Меня интересует, вот сейчас стала доступна информация, что часть этих средств забирал себе кабинет министров. Вы в курсе вообще этого или вы не в курсе были? Если в курсе, то на что эти деньги конкретно шли? И вас поставили перед фактом или с вами согласовывали все-таки этот вопрос? Ну, здесь я с удовольствием коротко разъясню. Мы, все силовые руководители силовой структуры, ездили в Москву, мы по линии МВД в Белый дом на совещании, каждый отстаивал штаты, структурные единицы и какая сумма необходимая должна поступать для поддержания, если конкретно Министерством дел Абхазии. Российская Федерация выделяла мою бытность 329 миллионов. 329 миллионов. Это напрямую деньги поступали в Минфин, правительство. За каждый рубль, я так скажу прямо, надо было бумагу писать. Заработная плата при мне была поднята в среднем 8-12 тысяч. Мы должны были уйти с 329 на 630. То есть 25-30 тысяч рублей. Но, знаете, силовой блок, у нас и в программе есть, не меньше 30 тысяч
сотрудники не должны получать. Потому что они днем и ночью, рискуя жизнью, защищают правопорядок в стране. На границе, внутри и внешне. Леонид Юрьевич, я говорю о том, что сумма, о которой велись переговоры, была урезана правительством. Это делалось... 474, 329 бюджет и сейчас. Но речь шла, вот то, о чем говорит Изида, речь шла о 2009 году. Но я о 2009 году не могу сказать. Я могу То есть сказать... вы уже пришли, это соглашение подписывалось не при вас, получается, Нет, да? во-первых, я в курсе, я знал, какая сумма поступает, но эта сумма не хватала. Наоборот, на силовые структуры на полностью 100% Россия не финансирует. Но у нас есть свой бюджет, мы у себя в стране. Минфин, правительство Считаете ли вы вообще нормальным, что большинство силовых структур сегодня финансируются дружественной, но все-таки другой страной? Насколько это влияет на суверенитет Абхазии, на ее независимость, на самостоятельность? Я бы не сказал бы, что это на суверенитет влияет. Нам, во-первых, наши союзники помогают. Наш бюджет не в состоянии содержать такое количество. Поэтому Министерство обороны, вы знаете, сокращалось. Ну, по тем бюджетам я говорю. А МВД, наоборот, в мой период увеличилось, потому что надо было обеспечивать порядок повсеместно в горной местности. Поэтому и вместо батальона ОМОН был создан полк. Это было согласовано. На содержание более полмиллиарда где-то имущества, самолетами Бабушеру, это мою бытность, после подписания договора было прислано. То есть это у нас официальный договор. Я не считаю, что это на наш суверенитет влияет. Наоборот, это надо развивать дальше. Если можно, что сегодня надо сделать для того, чтобы, каким образом надо реформировать систему МВД для того, чтобы изменить ситуацию, криминогенную ситуацию в стране? Во-первых, знаете, мы становимся перед фактом. Она совершилась, задержали, нам в первую очередь надо от этого уходить, не бороться с преступностью, а профилактировать. Потому что наша страна небольшая, нас 250 тысяч населения. Знаете, мы все близкие, родные, родственники. Соблюдая закон, наводя порядок, есть много форм. Безопасный город, безопасная трасса, безопасный район, село. Знаете, видеокамеры. На улице немного сотрудников должно быть в дневное время, на постах, на всей трассе по одному-два человека. Все это на пульт поступает, это профилактика. Человек видит, что видеонаблюдение ведется, это сдерживает. Человек, если даже что-то замыслил, он просто дальше не пойдет. То есть это профилактика. А в ночное время патрульная постовая служба, так называемая, она должна присутствовать круглые сутки, оберегать, защищать покой наших граждан. Вот задача правоохранительной системы. Спасибо. Спасибо. Газета «Апсна». Это был Сарасара Басипов. Визарах стеста хупаштан амта сморхасшут. Актия Сара Хинткара Загван Хадайна Курфинав Папиохтач. Era ui ishikuruvo da chuzagwan kala bezshwe zagwan abri abezshwa azagwan ibzina ausur bibsha iqazatu hashubiyana goshner habshalakh nusholoza aybet bezara yakha ipsishuli titswa gazetkwa khabkhizara wa makira sham khubat khatabzira ayh prezhun iqazatu Абрау жанза ханайге абре абсо без шахала сижон тарисари шаянза ханшиз пшос абре юнизки жух аскуса хазымшка азакон наса абриашкса ачац хантало обриамштах ахунткара ахада экзамен хугяхти أبشر بزيك واحدة حزق درقل ويسري يشرب أسكويانا قلت انكار أخدا أبس شتشا يدرو زروب أيوشي يدرو زروب كادي نبناتيو أبس فزدرو ديدي كلوجي ويشرب أسكويانا قلت أملا وي جوخس سزبشا أتخزم أسكويانا قلت جاس بشا جوخس أبخا أشتقا أبخاومي أشتقا وبري حلقر
يخيح газетку كوا أبسنا أبشادة جورنال كوا على شرادة وبرتك يخرب خزارة رتشازر قلارن أتجاها أبس شزحون أبريتركتول أبراو جان دي سحون أبس شزرحو دار وعري لحوت أبرا أبسنا وبريتقول ذا شيء يحيخ قلارن وبري حزشلوم حزرو ويزسحو جاس بسجو رخص أبخا أبري زا حلقة يخا لتشوفه بزينيون نو يجيز أوزالجي حربسنا هنخد أبسو بزشوا يبزين يدرزرو بايرتويشا أخج بحش كرجا يونو أني أبي أشكول كرجا إنستитут كرجا университет كرجا بري رغوتو أبسو بزشوا بري ميبزغو أبسو ميبزغو برتك تيكا خلب شا عند كاريرنتو الجزائر كره تبزير درس الجزائر كره تبزير يرا الجزائر كويتة كبشتابة مقالارس كبشتزي قالارس زي قد زبوية نو وي أوصل شا درا الخطوس ردرود عند كارا تصخر عرارتنا يحيابخو أبسط زجاج جزيتكو جورنالكو أبسط ولا بخيناو ناس درجة يا خبشنا أي كراجي حب خزارجي رتشخوت ناس يوي بشم تجري تقول رتشخاب حسبيانا قول أشخوا حبخ حالا قرو أبخير قول سر أبسط قبشيش أصحود جزيتكو بسش ولا أبسط قبش حما أبسطنا نياقب شحاش تصلوا يتصيد شو تسابخ سحر في الجود أما الله أبري إكزامن أبري بشر ومحي أبشر عشتو تحا كانديدات شا بس أبسط عند كارس خزر خازا نرها سر أبري جزيت كيس بشايد سابخو سالجيت وبري زا حالا جراكم نيزي. يتجوش يا بيجي شابخ خزراكون. وش تسابخ سال؟ газета псни нурте фераш биография по шапхе хазаракун. Сапхе. Газета Республика Абхазия. Ваш вопрос. Леонид Юрьевич, практически все кандидаты говорят о реформах, значит, и в реформе власти, реформе разных отраслей. У вас тоже это есть в программе, в ваших выступлениях. Но я не буду касаться отраслей, потому что я все-таки считаю, что многое нереально, потому что у нас нет денег. Любая реформа – это серьезные деньги. В стране у нас нет, и говорить об этом, я считаю, во многих отраслях рано. А вот как быть с реформой власти? Вы работали сами в министерстве, сталкивались с разными министрами. Вы, наверное, в курсе, что у нас штаты министерств раздуты до невозможного. И там, где продуктивность людей всего лишь 13-15 человек, штаты 36-40. Что вы будете делать вот с этим? Фактически многие люди не нужны в министерствах. Может быть, и не нужно столько министерств. Что сделать вот с этими людьми? Вы понимаете, что у нас каждый уволенный уходит в оппозицию сразу же. Вот что вы будете с этим делать? Не совсем так. А каждый уволенный, если в оппозицию будет уходить, у нас дела лучше пойдут. На самом деле штаты у нас в администрации президента, особенно в правительстве, в районных структурах, нам надо в первую очередь с себя начать, я имею в виду, все это пересмотреть надо. Столько на 250 тысяч населения, такой чиновничий аппарат, наверное, нет на необходимости. Сейчас конкретику говорить, это будет неправильно и некрасиво. Поэтому надо нам менять не только штатную структуру, не только чиновничий аппарат, нам надо систему полностью менять. А если хотите, его ломать надо. Потому что сегодня наши законы, многие принятые послевоенный период, во времена Василия Григорьевича Арзанова, первого президента нашего, но они уже устарели. Но тогда это законы работали. А сегодня ни бизнес развиваться не может, ни малый, средний, поэтому у нас его нет. Если человек, вот я просто прямо говорю, я знаю многие моменты, да, кое-что делается, многое принимается, но сегодня человек просто, честно, не скрывая, работать по нашим существующим законам в бизнесе невозможно. Ну так не должно быть. Мы со своим народом живем. Мы в стране живем, где нету, многих вещей нам не хватает. А это надо менять. Если мы это в корне не поменяем, отношения власти, законодательной базы, мы все это, если не изменим, правоохранительной системы, государственного управления, судебной системе, все это, все должно соответствовать. Все эти законы
И все чиновники, да, кто есть, они должны служить без отрыва нашему народу. А у нас большая щель, трещина образовалась. Вот поэтому у нас последние события и случились, когда власть не слышит народ, а народ в собственном соку варится. Законы против народа, порядки против народа. Ну, понимаете, это не громкие слова. На самом деле надо очень много нам пересмотреть и изменить. И все это повернуть к служению, чтобы это было направлено просто на простого человека, просто на гражданина, просто на людей, которые живут в Абхазии. Хорошо, как заставить простого человека выполнять закон? Вы были министром, вы помните, арестовывать человека, задерживает гаишник, приходят родственники, начинается там целая катавасия возле министерства. Было такое в вашем опыте? Как заставить человека выполнять закон? Ладно, закон приняли в его пользу. Все будет, все бывает, но наш народ, я искренне говорю, и послевоенный период я могу вам напомнить, когда я начальник МВД, военным комендантом, замминистром, когда с окопов через месяц никто с оружием в городе не ходил. Да? Нельзя было, невозможно было встретить. Наши люди законопослушны. Да, тогда были и нападения, непонятные вещи, но это все закончилось. А я после такого длительного периода, когда вернулся в МВД, я вам скажу, таких вещей мало. Наши люди, когда ровно, одинаково, по-человечески, в первую очередь по закону относишься, не возникает. Сперва много вопросов было, они тихо-тихо как-то эти вопросы надо решать. И справедливо, и правильно, по-человечески. Тогда, когда, еще раз повторяюсь, ровно, одинаково ко всем относишься, люди это видят. Надо вникать в проблему. Закон всегда должен главенствовать, но мы в Абхазии живем, мы друг друга знаем, близкие, поэтому, знаете, и тяжело, и легко, но люди наши законопослушные. Надо просто делать на своем примере. يالرخوا يغي تراكو يحجل ريد كلرس هرين أكيس الزارة أيوة الزارة شرح هندكارا خداس شالرخر هندكارا أجيرجا يخدروا آخر خارتك وخطا حيال شكاوي أبخي نرجون حرا حكماندا بس يحوت ويزحو حرا حد يزحو حرا جوك بسكلا حجل ريد سردر استخوب عالخي في سردر استخوب برجس عشية دروز رستخوب أبري أتيس فيساريون برا خامش حنيجز جنبوزي وبرا سويس شباسي جون سرابوك بسكلا أبري أتيس فيساريون يوسكو دنارلجا سرام أتوبا زويتو برا حرف لرشق صخنر خنا أي خامي حزجوز أحثر بنا حوار حالخيشة حاجرا جنا حنالخ أبري سويس أبخر نرتنا رواج لردقلو هدرقلنا وقشبة وابزيكا وعجلقوب أكل دقوبة أكتقوب أبري يجلس بسراخيشت أبش ببيالخرقو أبري قوك بسكالي يزمحو أبري قوك بسكالي يحبرج دينا أبري قزمزاز ويبخي عطساش يمزم سرو بري قرقسنا سقوب أبري أنحو بايشا وبري أبخا يرحيت درجير حز شاحيت حرجة وبرت وتشوف شايحة أبخر عرصار سرابخ سجون سنين وبراجة أقول سرقود أبري يزس حاجة يجذب أحسن. Хочу обратиться к Борису Магометовичу, между все вопросы к кандидату в президенте. Борис Магометович, как оценивают жители Карачаево-Черкесии, наши братья-абазины, общественно-политическую ситуацию в Абхазии? В частности, вот предвыборные процессы, которые сейчас идут у нас в Абхазии, что они ждут от выборов президента в Абхазии? Расскажите нам, нашим телезрителям. Ну, я думаю, что вот в связи с такой слабой довольно-таки связью, наверное, и не все, наверное, осведомлены о том, что происходит здесь в Абхазии. Они об этом узнают по тем, значит, посланцам,
по тем людям, которые приезжают агитировать за того или иного кандидата. И вот в зависимости от поведения этих людей и складывается там отношение к происходящему. Ну, не буду скрывать, что вот звонят, некоторые тревожные звонки оттуда есть, что начался вброс денег, пытаются покупать голоса и так далее, и так далее. Ну, есть такие моменты, к сожалению, и там тоже. Но мы довольно спокойно к этому относимся, потому что с этим, наверное, должен бороться закон. Учитывая, что на территории России абхазский закон не действует, ничего и не поделаешь, скорее всего. Вот. А так народ, честно говоря, тоже немножко аполитичен наш, абазинский, потому что последние 2,5 года отношение было такое очень прохладное, и люди почти перестали сюда ездить. Если и были какие-то связи, то буквально индивидуальные, между друзьями, родственниками какими-то, которые здесь проживают. Но, тем не менее, в общем и целом, такая передовая наша интеллигенция озабочена этими процессами и наблюдает, я думаю, за этим внимательно. Насколько это возможно, учитывая, что в российской прессе не очень-то эти вопросы освещаются, и в телевидении тоже. Вот такая примерно ситуация. Виталий. По второму кругу пойдем. Да. Леонид Юрьевич, ровно неделю назад я присутствовал на встрече в Абхазском институте гуманитарных исследований с 3 кандидатами в президенты. Вы там были, и помните, как один из выступавших обратился к вам, всем 3, и сказал: вот вы все говорите о необходимости объединения народа, почему бы вам сейчас не объединиться и пойти, так сказать, на выборы вместе? Ну, через день штаб предвыборной Мирабы Кишмари отреагировал. Они сделали заявление, что у Мираба Борисовича свое видение проблем, он ни с кем, и, значит, он по-своему их собирается решать, он не собирается объединяться с другими кандидатами и собирается идти на выборы. Ваш штаб, насколько я знаю, не отреагировал никак, поэтому хотелось бы услышать ваше мнение. Зачем наш штаб должен реагировать? Любой человек может высказывать свое мнение, пожелание, это его сугубо личное. Я, определяясь, выбирая этот путь, я когда увидел, что ближайшие 20 лет практически мы топчемся на месте, наша экономика в застое, в наших сердцах неспокойно, наши люди устали от того, что все, что происходит вокруг нас. На самом деле я тоже, вот, наблюдая за этой картиной, я вроде и не такой старый, и не молодой, и вот и почему нет, руки, ноги целые, голова на месте. Я когда посмотрел, кто идет и как идет, и кто за кем, и кто что хочет в конечном итоге, я просто определился, что посоветовавшись со своими близкими, родными, единомышленниками, я четко определил в начале, и на координационном совете мне это было заявлено. Я тогда искренне сказал, я свой путь уже выбрал, я знаю, для чего это выбрал. Я хочу на самом деле многое изменить в случае доверия нашего народа, исправить, не искать ни чужих, ни своих. Люди все должны, кто работает, кто собирается работать, должны спокойно трудиться. Новое руководство, новые задачи, новое веяние. Кто это захочет, они будут идти работать. А кто не захочет, подводя итоги, меняя, передвигая, повышая, отправляя на заслуженный отдых, мы будем только вот так по-человечески двигаться. Я не вижу, с кем объединяться и зачем это делать. Уже на днях скоро выборы. Во-первых, а как вы понимаете объединение? Это вы поймите, здесь, знаете, люди же, как сказать правильно, это не просто так сказать, вот за того или иного человека идите, голосуйте, но люди определяют сами. Выбор. У нас демократическая страна, каждый человек имеет право на
Да, пожалуйста. Вот, знакомившись с вашей программой, я обнаружила, одним из первых пунктов вы говорите о необходимости развития бизнеса, это понятно. И в качестве одной из мер вы предлагаете возможное введение единого налога. Что это означает, в какой сфере бизнеса? И еще один момент тоже касается экономики. Вы говорите о том, что не следует изобретать велосипеды. Вот есть такие блестящие примеры, как Сингапур, Южная Корея, там, Тайвань и так далее, вот, которым мы можем следовать. И при этом говорите о том, что наше положение выгоднее. Так вот, чем положение Абхазии выгоднее положение названных стран? Единый налог, что такое, и в чем выгода нашего положения, в отличие от стран, Да. которые вы привели. Понятно, спасибо. Знаете, вот я на этот вопрос так начал бы отвечать. Во-первых, налоги в нашей стране надо минимизировать. Вот я до этого говорил, законы наши устарели. У нас нету в стране ни мелкого, ни среднего бизнеса, ну а крупного вообще. Поэтому, знаете, мы в этом плане отстаем, и поэтому люди бизнесом, частники не хотят, и нету никакого желания, да и не получится так простому человеку заняться, да элементарно, просто магазин построить. 28 контролирующих органов и так далее, и так далее. Очень много проблем. А вот любой пример, вот товар завозит, на границе, на ПСО, за весь товар, он там, государству все, что положено, он должен отдать. Довезет, продаст, испортится, государство это не волнует. А я вот не понял, а что, в какой мы стране живем? Для кого государство, чьи интересы защищает? Государство о ком должно заботиться? Вот поэтому здесь много вопросов. Я вот говоря о том, что надо это все ломать, на самом деле простым языком прямым. Надо нам все это, изменяя, совершенствуя, дальше идти вперед. А сингапурский опыт, тайванский опыт изучалось и до нас. Есть опыты, но, как вам сказать, сразу ни у одного штаба, ни у одного из кандидатов, да, программы написаны, но они не отвечают полностью нашим требованиям народа, нашим внешним факторам. Здесь надо все связать. Я поэтому во время выступления, во время предвыборной кампании, мы говорим, после выборов, в случае доверия, мы вернемся в каждый уголок, по всей Абхазии. Наша страна не такая уж большая. Мы, изучив, посмотрев все проблемы, со всеми людьми, кому положено, все это воедино сложив, мы вот тогда будем составлять национальный план развития, экономический и так далее, как хотите назовите. Только тогда мы будем знать, по какому пути, решая текущие вопросы, только так. Никто экономический план развития страны, это невозможно сегодня написать. Кстати, касаясь национального плана, опять по вашей программе вы предлагаете привлечь к его созданию экспертов с мировым именем. Вы могли бы назвать кого-нибудь, потому что достаточно конкретное суждение о том, кого можно привлечь для того, чтобы был разработан национальный план развития Абхазии. Да, вы знаете, наша страна, еще раз часто употребляем, небольшая, да, нам не надо именитых или искать в других странах, да, и сингапурцы здесь были и так далее. У нас этот опыт есть, написаны, уже изобрели, но пользуясь, совершенствуя, у нас есть союзник Российской Федерации. Этот план экономического развития или национальный план пишется не сразу, не одним днем. И немалые затраты. Россия заинтересована найти эти деньги. И этот опыт, то есть при обсуждении, потом написав, изложив, потом обсудив со всем населением, с народом Абхазии, согласовав, одобрив, и мы это будем предварять. И им выгодно на нашей небольшой территории вот это все предварить, а потом применительно к большой России в разных уголках. Я думаю, это опыт уже начато. Для чего мы должны что-то другое, новое искать? Это надо все самое хорошее, полезное взять на вооружение и идти надо дальше. У нас времени тоже нет. Тайвань и Леонид Сингапур Юрьевич. это огромные деньги Соединенных Штатов.
Кто рискнет вкладывать в нас огромные миллиарды У нас долларов? точно никто не рискнет. Во-первых, у нас территория, знаете, мы не на ординарные вещи мы должны идти. Вот так жить, мы же сколько уже, 22 года вот так двигаемся, медленно и непонятно куда идем. А территории у нас одинаковые. А почему порты, курортная сфера, аграрная, все это направить, все это изменить, дорогу с Северным Кавказом, то есть вот так нарезая, говоря вот о будущем, о наших планах, почему это нельзя делать? Это будут делать. Надо нам не бояться, надо просто идти делать, не надо бояться. А то мы оглядываемся, мы с каждым днем не идем вперед, а все хуже, назад уходим. Для чего нам бояться? Слава Богу, деньги мы можем без кредит брать. Есть Россия, есть наш союзник. Они заинтересованы. Вы поймите, я открытым текстом говорю, и Россию тоже упрекают. Все-таки сколько лет? Вот 5 лет тому назад, а что происходит у нас? Дали 30 миллиардов, да, более 26 миллиардов, и 50, и 60, и 100 дадут. Главное, куда это уходит, для чего? Мы конкретно говорим, описав, все изложив в одном документе, поочередно, беря кредит, поочередно будем поднимать сельское хозяйство, аграрный сектор и промышленность развивать. Люди, где будет порядок, где будет... Деньги любят тишину. Поэтому у нас ни того, ни другого. Без порядка ничего не будет у нас в стране. А кто придет? Откуда взялась цифра 30 миллиардов, которые нам дали? Нет, я имею в виду более 26 миллиардов. Ну вот откуда эта цифра взялась? Если Часто комплексный звучит. план, это приблизительно 11 миллиардов. Инвестиционная программа, там тоже буквально миллиард чем-то. Или вы имеете в виду, это действительно очень многих беспокоит, или вы имеете в виду еще ту часть, которая идет на зарплату? Нет, все вместе. Бюджетную сферу, Нет, на пенсии. Нет, вот как бы разделять нужно эти цифры. Иначе получается, что мы получили 30 миллиардов, 11 вложили в экономику, а 19 съели. Нет, если мы начнем разделять, у нас эфирное время, мы до утра будем разговаривать. Леонид Юрьевич, можно я у вас тоже спрошу? Скажите мне, пожалуйста, по какому принципу? Значит, это вместе с зарплатой, вместе с пенсией. Да, конечно. Поэтому спасибо, надо объяснять людям. Да, вот смотрите. Люди уверены, что съела предыдущая власть, все остальные съела. Знаете, я никогда не искал виноватых. Много проблем, много вопросов. Знаете, кто ищет, это знаете, мы так увлеченно всегда уходим в сторону, начинаем искать ошибки и так далее. Они тоже должны присутствовать, но это должно как-то второстепенно. Нам надо идти двигаться. Вперед надо идти, делая, не повторяя ошибки, извлекая. Нам некогда останавливаться. Понимаете, надо двигаться вперед. И не бояться этого. Алхас. Мне можно задать наконец? Да, пожалуйста, Изида, слушаем. Леонид Юрьевич, мне интересно все-таки, по какому принципу вы будете формировать правительство, что вы возьмете за основу. Мне интересно, кого вы видите премьер-министром в этой ситуации, ну, в случае, если вы станете президентом. И к Борису Магомедовичу у меня тоже вопрос, поскольку у нас в Конституции прописано, что должность вице-президента – это должность, как бы вице-президент выполняет отдельные поручения президента. В чем видите вы свою миссию? Если в том случае, если вы придете в власти, какую область вы бы хотели курировать, или вы считаете, что должность вице-президента вообще не нужна? Спасибо. Начнем, да? Решили с вас. Ну, нужна она или не нужна, мы же уже говорили о том, что придя во власть, если мы придем, мы объединим усилия всех команд, и вот эта реформа власти будет касаться уже всех. Мы рассмотрим все предложения, какие будут. После этого будем решать, нужна или не нужна. Это раз. Если она все-таки будет нужна, я бы хотел курировать, конечно, правоохранение, поскольку я в этом больше всего разбираюсь. Ну и, насколько мне известно, предыдущие вице-президенты тоже этим занимались, в соответствии с отдельными поручениями президента. Ну и, наверное, все-таки хотелось бы провести и судебную реформу очень достойно. У меня есть такая мечта. Судебная реформа, что вы под ней понимаете, если суд наш привести в соответствие с мировыми стандартами, если просто. Эфирное время не позволяет сейчас тонкости в какие-то вторгаться. Главные ориентиры есть. Да.
главный ориентир. Да, вот, да, судебная реформа. Главный ориентир да. это европейская судебная система. Возьмите любой из стран современной Европы, очень неплохо все выстроено и справедливо. Самое главное. У нас же сегодня не достучишься ни до кого. И вы знаете, как принимается судебное решение. Ну. Леонид Юрьевич, я продолжу, да. Формирование правительства. Да, у нас кандидатом на пост, на команде идет кандидатом на пост премьер-министра Гвинджи Максим Харитонович. Он изучал сингапурский вариант, опыт, Тайвань. Вы знаете все международные наши дела и визиты. Вот, он долгое время и на Кубе бывал. Латинской Америки. Я сейчас приду к этому. Да, я к чему говорю? У него большой опыт, он молодой, порядочный, честный. Вот, он патриот нашей страны, очень скромный парень. Другие должности будут формироваться. Есть очень достойные ребята в других штабах. На самом деле, не на словах, а на деле правительство будет сформировано в случае нашей победы со всех штабов. У нас там есть достойные ребята. В общественном договоре, который вы подписывали, есть один пункт. Там речь идет о конкурсной основе на госслужбу. Будет касаться ли это высших должностей, или вы это понимаете как не высшие должности? Нет, все имеет значение. Высшие или не высшие, это не главное же. Но премьер-министр, силовые структуры, те люди, которые призваны защищать, оберегать, служить своему народу, они будут также со своей программой. Да, есть кандидат, но они будут со своей программы выходить, объяснять своему народу. Если кандидат в президенты и кандидат в вице-президенты ездит по всей стране, в день по несколько встреч, это великое счастье, общаться с нашим народом. Я вот и говорил, еще раз хочу повторить, я сейчас вернусь к этому. Мы не везде успеваем, потому что за короткое время неочередные. После выборов, после того, если окажут нам доверие, мы вернемся. Вот, каждое село, каждый поселок, каждый город, район, чтобы всю ситуацию изучить и описать. А другие должности, да, вот 3 должности обозначены, и в случае необходимости многие вещи вообще готовы пересмотреть, потому что нам надо набирать сильную команду, рабочую команду. Люди должны быть честные, порядочные и патриоты, и знающие свое дело. А у нас их не так уж много, поэтому они у нас есть. Почему мы не должны... Честным и порядочным надо платить. Где деньги брать будете? Ну, во-первых, средняя заработная плата учителя сельского, городского. Вообще мы должны от 4, 5, 7 тысяч уходить уже не меньше 20 тысяч. Я понимаю, да. Деньги Силовой блок не меньше 30 тысяч. Если мы хотим, чтобы люди работали, врачи, мы роддом, больницы, здравоохранение, все есть программы, материнский капитал, молодая мама и так далее. То есть эти вещи мы обязаны решать. Я же говорю, мы возьмем беспроцентный кредит, описав все это, изложив на бумаге по направлениям. Но кредит надо не сегодня. Мы уже брали за железную дорогу кредит. Беспроцентный кредит. Нет, вы поймите, мы, поднимая жизненный уровень, поднимая все, что необходимо, знаете, на энтузиазме жить и работать невозможно. Но мы этим будем быстрыми темпами создавать рабочие места. К нам люди потянутся, где будет порядок, где будет дисциплина, где люди будут хотеть работать и создавать все условия. К нам пойдут и инвесторы. Все это, ничего здесь страшного, бояться нам не нужно. Мы все это вернем. Никаких проблем нет. Ситуация, когда во время, вот сейчас предвыборный период, происходят определенные события в континенте, не хочу обозначать эти события, но происходит определенно. Вы считаете, что это создает благоприятные условия для инвесторов, вот такие события, которые... Как бы вы себя в такой ситуации повели, если бы были президентом? Да? Я не совсем... Континент, торговый центр, континент. Я вам скажу, на самом деле все это неправильно и надоело уже.
Как можно? Ну и как Знаете, президент нет, вы бы меня во-первых, повели? этому надо ложить конец. Вот Как? если я буду президент, этих вещей не будет происходить. Каким образом не будет? Будут Что все, вы сделаете? будут заниматься своим делом. Человек Просто пришел. не будет. Я не хочу ни одну, ни запретить другую. Просто не будет заниматься таких делом. непонятных вещей. Люди заниматься будут своим делом. Знаете, и вот такое шоу, вот такое непонятные вещи устраивать, человек один из первых инвесторов. Надо просто все стороны успокоить, и каждый должен заниматься своим делом. Всех надо успокоить. Нам надо дело создавать. Нам надо людей накормить, напоить, поставить на ноги, одеть, обуть, создать все условия, рабочие места. А мы то, что имеем, 1, 2, 3 объекта, начинаем делить. Вообще это неправильно. Я не хочу ни чью сторону, но это безобразие, с этим безобразием надо заканчивать. Неправильно. А газета «Псна» хатарна газара гайцари туху. Леонид Юрьевич, Сизару Басиху, Ефиду Сергей Алапах, Хот Вацчи, Амш, Вацчи, Амш, Ачари Ртуб, Акипш, Ачари Ртуб. Убрият Халана, сейчас Астахуб, Ачар Зара, Шефицбо, Ахаб Шалах Мишхолозер Псна, Хадарахим. Артейт Халу Пазара, Пирецшина, Райху Покриминаген, Таглаз Ашят Холозара, Качари Редхалана, Акатачианху, Ачари Ахаб, Пснипи Хинткарат университет из там логит, Ацара Юрта Корих и Зимцу, Катачианхот, Таглаз Аши Водею, Убурт Дачус Крада Пхалара, Дачазанатках, Риштра, Мамзарки Шариш Пайфу Бри, Ачар Зара, Айткула Нова, Пирасшопа Зараха. Ачар Рсара, Ачар Рус, Ачар Сникунхо, Ачар Бзихама Пара. Абриз Низла Усхаж Ялана, Яхот Сама Гуанаха, Харахчар, Яхар, Яйткулана. Интез Ацара Царисаз, Абрах Зигаргижна, Ирухтол, Атып Курча. Акытын хаме чома, акыла кертома, район курчома, пснахадара чома барт, хахчар, айткомна, ами рытына, апха хазгаша дарро. Ачар иха харам, возраст, лафахо хао, пенсия хао, мат, хархайт хучпак. Ачар жасуса, жохс раштих ироу рыняй. Убрезаган хара, убри хазхотсна ха программа жгихамов, ачар Бзия, Ахаткон, Ачар, Акытын Хами, Чома, Акытыч, Егором, Зиге, Ацара Хрцо, Ауша Хруа, Лафахоро, Зхуи Дискал Растахо, Ахинткара, Схора Рытина, Абас Схора Рахацина, Ачар, Хабаргон, Хамцар, Ара, Дешикала, Хоги Мехпа, Рахталзим, Дешикала Гемур. Нас, абри криминогенная ситуация захонас, абри наркотика, то илского, то старом, абри зиге язго из тио, наша плантация куистаз, а убри хинкара яннаклам. Амала уи дичвизю, уи докшту, хинкара и хазгалару, ерима циряку митааша, дара уи дрицхал. Ну да, что обрезахан яхто, юнижи баханежа, шкарцунза, атып, ахштырта агатына, уи районку хаму, атып хаму, обрез, кто гетып косара, обрез издору изисхо, сарасхан, и цена министр Саназа, министр Саназ, и цена Санкт-Петербург, Москва, картицы не рычазгя, и рыцхамера, ртынхача дара, хайхту, хара азктасо, حرام أشار حمزة وبرت يا حبر قون عم يكتبوا. وبرينات حرجع دربستو. وبرينات نسرجزار شوستر استخوب يا حيد كأنه تك الخوف سفير حرس زحمة شرا يزنكم كأيزر كورتوميتيم كورتي حخيت برت أشكال كخوج بحث كختوت كورتك يا تخوص وبخا ريالت экономика рيالت сектор айчкара зехуна итигез ара дукуз бетуп хидишу шумашара апснахадас школар аусу тутуп кварапцара зехун яхапа завод мачква фабрика ко мачква абарт наплаква рарт зехуна лшараква зипшаому бысхан аусу тутуп кварапшара зехун ачара аусу ряла гарцыз ой хумбада апхинергона ачар
يحامو أوسر على فخور أورتا هندكرة أشتخرة حيتترا يابا غورزاهن كتا شوما ريون كرشوم أبخير جونا كتا شن وبرت حرام فيرمكو حما وي جيوك جوخلك كتا كرشوم سوا وي هندكرة وبرت أبترا أغترا أوسر حسبيانا بود ناس أتتنا أحرخون أتشاي أحرخون ناس يوي شماشور أحرخون يخيجي حمو وبرت أريتتن عندكار يزون نشتاقهم ولا شاي عندكار يزون يستخو يبرنامج عيونا ياغن سما ناس خيك بشجر خايد كورنا يبزيو وسبتنا كتر عقين الجونا وي هاي بريوريتيت نحا يسخزوت أبري يغرتو يلا قرصوا بريزاحنا بيزح يعتزعنا ناس أبري فارا النوت يسخو ناس أبري 20% كريديت جنا أبري زجى أباش يعبركنا حتسكنا يارد سكنا أبري زجى تحت أحترو أشار وسرورو أشار وتشبي حبيبش حباتو حباو أبري يزم خصنا أبري بخير يزقدروا يحتروا. Наталья. Борис Магомедович, вот я не первый раз слышу, как кандидаты в президенты, ну, по крайней мере некоторые, говорят о подкупе избирателей со стороны определенного кандидата или кандидатов, не знаю. Вы сейчас то же самое сказали, что даже вот добрались до Северного Кавказа. Хоть кто-нибудь рискнет назвать имя этого кандидата в президенты, который занимается подкупом избирателей? А то все на уровне сказали. И... Вы знаете, я юрист. Да. Сейчас в прямом эфире взять и оскорбить кого-то можно, имея только на руках какие-то факты, юридически закрепленные. Тогда зачем об этом говорить вообще? А потому что эти факты имеют место. Ну, как не говорить, вот знаете, я много раз в ЦИК звонил, знаете, люди снимают фотографии, мосты начинают строить небольшие. Да бог с ним, пусть они строят. Не, вот секундочку. Леонид Юрьевич, ну пусть построит, человек не пройдет президент, но мост останется. Другой раз не построит. Вот сейчас. Не надо унижать наш народ. Ну это же не унижение, Леонид Юрьевич. Мост это не унижение, дорога это не унижение. Мост это не унижение. Вот когда муку принесли и сахар, это унижение. Кандидат в президенты не строитель. Кандидат в президенты не обязан фонари вешать. Не пускай себя не унижать, не оскорбляет свой народ, если это его народ. Мосты строить, фонари, это дороги латать. Вы посмотрите, в каком городе мы живем и какие у нас дороги. Что? Кто вот это лучше делает, Леонид Юрьевич, скажи. Где? Государство. Я не латальщик, извините. Когда я встану во главе нашего прекрасного государства, я иду служить своему народу. Хорошо. Если народ доверит, вот тогда мы будем не будем латать, а будем дороги делать, мы будем просто ходить по нашим улицам и удивляться. Сухумчане, жители Абхазии заслуживают. Ну посмотрите, что творится у нас в городе. Понятно. Вот тогда став конкретный вопрос. Став президентом, вы в программе обещаете многочисленные льготы местным инвесторам. Какие будут эти многочисленные льготы? Знаете, в первую очередь надо с нашего крестьянина, струженика, который ближе к земле, который обрабатывает, налог на землю брать с наших граждан, наверное, уже стыдно. За воду, вообще со временем за электроэнергию. У нас единственное... Есть налог на воду? Да, ну, в смысле, оплата коммунальная. Оплата. Я к чему говорю? За воду надо платить, за все. Оплата, понятно. Да, какой еще вопрос? Да, это коммунальный. Инвесторам. Да, а инвесторы что? Нет, вы льготы для инвесторов что местным инвесторам будут предоставлены многочисленные льготы. Да. Вот я попросила, если это возможно, назвать какие льготы. У меня есть еще один вопрос тоже. Вот. Ну, во-первых, надо минимизировать налоговые наши законодательства, надо не мешать, изменяя, улучшая все условия для того, чтобы человек вкладывал деньги, чтобы развивался сперва, ему надо дать на ноги встать государству. Он создаст условия, будет дальше расширяться, вот тогда к нему государство должно подходить и уже обговаривать, где, что и как будет он платить. В соответствии с действующим законодательством, а не сразу. Поэтому у нас ни мелкого нет, ни среднего и ни крупного. Мы не даем возможность. Сразу 20 человек появляются. Если инвестор один, они у нас же были лет 5-10 тому назад, многие объекты начали. Куда они делись? Прямо говорю, не умничая,
доли, проценты, да, 5-10 человек, да, 5-10 человек, это самое сбоку, спереди, наблюдатели. Дайте возможность государству создать элементарно, что он хочет. Когда построит, дальше все видно будет. Другие придут, десятые придет, сотни людей придут. А мы, государство не оберегает, государство не защищает инвесторов. А откуда у нас будет инвестор? Местные, а приезжие тем более. Это все можно наладить, это все можно упорядочить, когда у нас будет порядок. Когда будет дисциплина, когда государство будет заниматься, государственные структуры, своими делами, а не считать чужие деньги. Нам хочется увидеть обновленную гостиницу Абхазия, обновленный ресторан Амрана. С удовольствием. Я тоже хочу увидеть. Я думаю, мы увидим вместе. Да, у меня есть еще один вопрос. Вчера вы нам передали публикацию, в которой речь шла о политтехнологиях, о черном пиаре, и в ней очень много внимания вы уделили экспертному сообществу. Кстати, в вашей программе тоже так сказать, этому слою уделяется большое внимание. Вы говорите о том, что это очень важно, наличие экспертного сообщества. И с другой стороны, вы же вот во вчерашней публикации говорите о том, что у нас его нет. Вот на чем основано ваше убеждение в том, что в Абхазии нет экспертного сообщества, которое могло бы дать объективную оценку ситуации, проводить рейтинговые исследования, разные социологические исследования? Знаете как, народ носитель власти, правда? Мы лишаем с первой минуты наш народ, многонациональный народ Абхазии. Да? У нас 24 августа выборы. Месяц тому назад, 1,5 месяца тому назад, до регистрации, с момента регистрации по сегодняшний день садятся политтехнологи. Это очень громко так, знаете, я извиняюсь, я думаю, никого не оскорблю. Да, пару человек, пользователей компьютеров, начинают делать рейтинги одному, второму, третьему кандидату. Понимаете, это, наверное, неправильно. Вперед наш народ сделает выбор достойный, я в этом уверен. А вот это, кто первый, кто второй, какой процент, откуда, кто знает мой электорат? Но это же не экспертная оценка. Это простые избиратели, да? Да, избиратели делают. Нет, вот такие оценки давать преждевременные. Придумывание рейтинга, понимаете, народ будоражить этими вещами не нужно. И даже, я извиняюсь, я всех сидящих уважаю, журналистов. У меня никогда проблем не было с сообщением. Готов каждый день. В любых властных структурах, когда работал, я готов часами, сутками. Я, помните, говорил, неделю раз, чаще и так далее. Но, понимаете, преждевременные выводы, наш народ и так устал от всего этого. Мы, знаете, иногда до того возводим все эти вещи. Но зачем? Не нужно это делать. Экспертное сообщество, если есть, они должны справедливо оценивать ситуацию. Да? И ко всему этому мы же знаем, кто кому, как, зачем относится. Зачем это делать? Я, честно говоря, ровно к этому отношусь. Спасибо. Я на это не реагировал. Я знаю свой рейтинг, знаю, с кем я общаюсь, и как люди внимательно слушают, и так далее, и так далее. Выбор за людьми, выбор за народом. Не надо торопить события. Мадина? Мышкок рабха шарам хинткара хадареха кандидат шаххюк шардюах шналацана шдаба ацажуида эксперт схрабцет фонд Айнар Екнашес ауажларав екшахатра. Абри ашко ябанза хадеро наски абри ашко лиербо ухтаqa рахен бичидела ялшкауэ мамзарги ари выборов хашхазо. Выборов хабхазер хамба дауа وبري экспертное сообщество بمحي ويالوجي حوار للرو هاش كون شرو هازغت شرو ورتك عامت يتشم شكون عامت يرتشد زاكم كون يلاتونا أكاد قرتي وعرمنيني يلركاي ну и хынзыто улу уйдешаку аха ава мапсе ава ушадылмлы абривой я нуззеге а конституция яну аха я и тарак и гижни арзаза ахшера бзирстылса уюк епш апсуак епш ну гупсыкал ярти
سروبري ساق شحتنا زحنا بوي واق خبر سنيام وي وابريام تكوكر قولو ابري اخشارة بري اكزامن قناحتي وزيبش اخشارة كزرقول استغاز ريبش وصفن قسر سمسبانا قربش درون هرا فرخا قامت زمرا Нас يرتسزان ورتزارة يرتسشو بخان يقزر حيغ بيقم زراتيس. Но там ведь указаны конкретные сроки. Можно их выполнить? Нет, ну по срокам, конечно. Но здесь нет необходимости спорить. Мы свои выводы дали, ребята потрудились, ребята старались. Они хотят как лучше. А почему этому не способствовать, почему не помогать? Ну что, там это все практически заложено в Конституции нашей страны. Ну а почему это трудно бумагу подписать? Почему не прийти навстречу? Ну это же диалог, это общение. Здесь мы наоборот растем, обговаривая, будем находить те моменты, которые мы туда не заложили. Это нормально, я благодарен ребятам. Это здорово. Хорошо, да? если они потом потребуют от вас, как от президента, выполнить Не, все сроки. они говорят, это не Ой, я вас умоляю. Ничего. Потребовать? Да. Потребовать. Да я это собираюсь делать. Зачем ты меня требовать? Ну, Конечно. ввести прозрачную конкурсную систему для поступления на госслужбу до 1 апреля 2015 года вы, наверное, не успеете, потому что там много вопросов. Это жюри надо. Нет, там в преамбуле вас предупреждают. вопрос. Да, действительно, там вы подписали документ, в котором вас четко в рамки поставили. Не, это Временные. общественный договор, извините. Это общественный договор. Так вы, Там- значит, несерьезно к нему относитесь? Нет, я очень серьезно отношусь. Когда поправочки были, да, там наши предложения есть. Есть Они предложения, потрудились, они здорово сделали этот документ. Ну, знаете, если искать ошибки, в каждом документе Какие можно, там но ошибки, мы собственно? этот документ будем совершенствовать. И в случае нашего избрания будем садиться друг против друга, практически будем предварять вместе, исправляя, уточняя, улучшая, будем идти вперед. Это здорово. А там какие-то временные сроки, рамки Это ставят. чтобы подстегнуть. А? Чтобы Да, подстегнуть. Да, конечно. Леонид Юрьевич, очень тяжелое наследство досталось, да? Масса Очень недостроенных объектов. Я не задаю вопрос, на что вам это надо, но есть такие объекты, которые как чемодан без ручки, и нести неудобно, и бросить жалко, да? Вот я говорю, например, о стадионе, еще масса И разобрать, таких и бассейнов. Что с ними делать? То есть их уже не разберешь, на деньги на них беспословные, получить с этих объектов ничего невозможно, финансовую прибыль они приносить не будут. Денег в стране, по сути дела, нет. Да? Что вы будете делать с этими Ну, я объектами? вам честно скажу, это очень тяжелый, нелегкий вопрос, но не было. Ну, сейчас не хочу это прошлое. Но не было такой надобности. Наверное, Нет, это понятно, что придется не всё- было. Что вы делать А что, вы будете считаете, с ним? стадион городской был не Наташа, нужен, можно я действительно? договорю? Что вы с ними делать Наташ, будете? Я вообще спортсмен. Ну. Футбол это просто в таком месте. Так он Стадион- стоял Леонид всегда там. Юрьевич, мы уходим в другую Да. тему. Вопрос, Меня что с ним интересует, делать? что с ним Ну, делать. Я этот не объект, полемизирую этот о объект, спорте. конечно, придется останавливать. К сожалению, говорю. А идет строительство. Он же Да. продолжает активно Не, строить. ну да, ну а деньги откуда будут идти? Ну, Дальше. строится На него пока. же деньги выделены. Не до- Сколько? Вначале мы знаем, потом Нет, насколько последующие. я знаю, там полностью по смете все до конца. должны Уважаемые были дать коллеги, деньги. миллиард, свыше миллиарда стадион, мы с 350 начали. Какие стадионы, когда уровень жизни в селе нашего народа падает, люди не знают, утром встают, ночью ложась, думают, как одеть ребенка, обуть, рабочее место, в какую школу, в сад пойдет, как ребенка куда направить, 1 сентября, как завтра придет. Мы будем хоромы возводить, это надо, но мы первоочередные, это надо все смотреть. Сейчас так сразу ответят, но мы пока не решим первоочередные задачи, не будем поднимать сельское хозяйство, уровень жизни в селе, потом в городе, потом дойдем и до стадионов. У нас достаточно стадионов, у нас есть республиканский стадион, его за 260 миллионов, я хорошо помню сумму. И спортивная школа там стояла, и 2 стадиона было реконструировано при Сергее Васильевиче, Кристина Азган в курсе, Ампар Шлатович Рафик знает. То есть нам не было такой надобности в центре города, но начали уже, надо здесь смотреть. Надо смотреть, потому что у нас нет было такой необходимости и нет.
А если деньги отпущены, деньги идут, но миллиард 200, деньги находить, или под это, чтобы кто-то страдал, или какая-то отрасль, или кого-то ущемляя, Это конечно, целевые мы деньги этого все. делать не будем, это точно. Леонид Юрьевич, А там с бассейном целевые же, на что делать? здравоохранение, на А всё с будут бассейном целевые что деньги. делать? Если это целевые деньги, они будут идти, ну, завершим, а что делать? Что А с говорите? бассейном что делать? Таких же безумных проектов никому не нужных масса было. Ну, знаете, надо во все вникать это. Не нужно было, не советую... Ну, а жалко же уже останавливать, Не, же ну, тоже да, жалко. но если финансирование будет идти, конечно, Не будет. надо завершать. Не будет, Но там нету у нас больше есть финансирования. бассейн, Черноморский бассейн, если крытый бассейн в Сухуми будет, это тоже здорово. Это шикарно. Это здорово. Шикарно Ну, то есть просто. здесь У нас надо рестораны однозначно тоже. отвечать, но это нельзя было, конечно, делать. Надо было в другое направлять. Эти деньги, Леонид но Юрьевич, случилось. тогда в этом же контексте у меня вопрос. Вот решение парламента о ДГТФ, да, оно вот на сегодняшний день парламент дал разрешение, но конкурс по этому поводу проведен не был, и мы знаем, прекрасно знаем, какая под этим всем была афера. Что вы будете с этой проблемой делать? Продавать будем Савиди или Савиди там, по-моему, да? Савиди, да. Или Табачная что? фабрика. Дон Табак, да? Дон Табак, ДГТФ, это детская база в Цандрипше, я пытаюсь Там вам комплекс. напомнить. Ой, не могу не ответить, не могу это само как-то завуалированно тоже отвечать. Но знаете, вот я говорил и говорю, еще раз повторяю, возврата к прошлому нет и не должно быть. Но вот такие проекты, о чем мы говорим, стадионы, бассейны, и вот насчет того комплекса, который стоит, можно сказать, сотни миллионов и за бесценок. И что Конечно, вы будете сейчас делать? нет, Вы ну, остановите этот процесс? Ну, знаете, Людей уже поблагодарили, мягко говоря. ну, людей поблагодарили, надо смотреть. Надо, кто принимал решение, как принимали, надо изучать. А надо с гостиницей изучать. Абхазия А? что будем делать? С гостиницей Абхазия? Ну, Мне просто знаете, конкретика таких интересует. объектов много. Да. Кто хочет, да, в кратчайшие сроки, в случае прихода нашей команды, все эти вещи на повестке дня с первого дня встанут. Но очень бережно, очень аккуратно, все вопросы, которые вот шли, и стадион, и бассейн, и табачка, и вот, санаторий, база отдыха, знаете, которые уже мертвым грузом стоят, мы будем находить. Тот человек, который взял в аренду, никто его не собирается ущемлять в чем-то. Если он в кратчайшие сроки будет находить собственные резервы или инвестора на здоровье, ну, дальше тянуть в центре города, чтобы это все, это должно приносить пользу народу, государству. То Леонид есть, Юрьевич, если придете к власти на сколько лет? На 1 срок, на 2? Какие у вас планы вообще на надо жизнь? прийти сперва, сделать просто много интересно. Да, хорошего. вообще. Не, надо прийти, народ должен доверить, это раз. Аппетит потом, приходит во время еды. Не, Аппетит, не, говорит, я, приходит во кстати, время честно еды. говоря, вы, наверное, за 20 лет, 22 года, вы, наверное, наблюдали за, как это, карьерный рост, да, говорят? Да. Ну, это какое-то чужое слово для меня. Но я никогда за кресло не цеплялся. Народ доверит, изменим существенно нашу жизнь, а потом, если скажут, ну сейчас что дальше идти? Если Надо дело делать, на самом деле. На самом деле люди устали. Надо очень много изменить. Так, неожиданно наше время Время подходит к истекло. концу. Еще по Полвопроса. по полувопроса и по Пол ответа. Приятный вопрос Да, есть. да, уже надо завершать, подсказывают. Ну, поскольку у нас Борис Магомедович немножко обделен вопросами сегодня, я ему хочу задать этот вопрос. Ну, во-первых, отмечу, что, конечно, очень многим в Абхазии импонирует, что у нас впервые выдвинут вице-президент и представитель нашего братского абазинского народа. Но я не буду задавать вопрос, как он относится к строительству предполагаемому Транскавказской дороги через Кадорское ущелье. Это ответ очевиден. Просто как вы это представляете в будущем? Я, например, недавно брал интервью у Али Ашкацао, представителя Карачаево-Черкесии в Абхазии. Вот у него такие большие планы на этот счет.
значит, у него даже списки он составлял тех абазин, которые готовы переселиться и, значит, в Кадорском ущелье. Как вы смотрите вообще на эту идею и вообще на эту дорогу? Молодец, я вам скажу, хорошие планы нашего Борис Магомедович, ваш ответ. Да. А что? Это вполне реально. То есть дорога должна быть. Это проект не наш. Этот проект не мы придумали. Этот проект существует давно. Вы же знаете, там была военно-сухумская дорога. В свое время она функционировала. И сейчас наверняка это проект российский. Их идея была, первые они подали эту идею, чтобы эту дорогу пробить. Она устроит всех, я вам скажу. Во-первых, вдоль этой дороги образуется поселение обязательно. Вот видите, уже вы говорите, Ашкаца уже подбирает людей, которые там будут дома строить, наверное. Дай Бог, чтобы так и было. Вокруг любой дороги создается инфраструктура. Она кормит очень огромное число людей. Это раз. Во-вторых, она будет приносить возможность быстрого перемещения грузов и товарооборота на Северный Кавказ, в наши братские республики, и в том числе и в Дагестан. Я думаю, наверное, и Азербайджан воспользуется этой дорогой. Выход к черноморским портам. У нас еще Ачамчира есть, очень глубоководное место для устройства хорошего морского порта. И близость вот этой дороги к Ачамчира тоже во многом эту ситуацию изменит. И нашу береговую часть, кстати говоря, вот специалисты, когда были из Сингапура, они сочли, что вот эта часть зоны Ачамчира, Гульрипш, она будет развиваться быстрее и благополучней, и она климатически и по ландшафту, она более расположена к развитию, чем даже Гагарская зона. Да. Но условием был аэропорт, морской порт и автодорога. Вот если все эти моменты сольются воедино, то все будет замечательно. И самое главное, регион оживится. Хатырыску ателехопшча, дачазныкге ишгуала сарферстахуп, ваха ишьяшуйцо аифира джикон асысфа. Апсна хнткара хадырахи кандидат Леонид Дзапшба, апсна хнткара хада и хатыпыраха кандидат Борис Абитов. Ярубас астуди джикон харахвизфа журналистфа дарази табуб ихапи хадыратра шхуа хяла тархоз. Абзерез хатырыску кандидатша. Абзерез хатырыску ителехопшча. Табуб дараза. И пшцыны хана гук псыкалай чарик. Успяна гоза хариги. Табуб аяша гук псыкалай. Спасибо вам большое. Абзерез. Мы, я вам скажу, искренне от души поговорили. Но наше предложение...